Уважаемые соотечественники, ровно 25 лет тому назад Верховным Советом Туркменистана было принято решение о государственном флаге Туркменистана и о государственном гербе Туркменистана. Как это все происходило, как участник тех событий, я бы хотел привлечь ваше внимание. Значит, к концу 1991 года стало понятно, что Туркменистану наравне с другими республиками надо думать о своей независимости, в том числе как атрибут этого, о своем государственном флаге и государственном гербе. Был объявлен конкурс по республике, чтобы желающие художники, скульпторы, творческая интеллигенция могли сдавать свои эскизы в определенный комитет Верховного Совета, потом дабы нам, депутатам, выбрать один из них и утвердить как государственный флаг Туркменистана и герб в том числе. Но произошло совсем другое. Было объявлено, что депутаты собрались к 18 февраля, а 19 будет заседание. Значит, на день рождения Ниязова должно было состояться заседание Верховного Совета. 19 утра Ниязов входит в зал заседания Верховного Совета, у него в одной руке, флаг нынешний, а в другой герб нынешний, и ставит их в уголочек, поднимается на трибуну, говорит: вот, товарищи депутаты, любуйтесь, вот это будет теперь нашим, флагом государства, а это будет гербом. Ну вот, мы все удивились, как это, а где остальные эскизы, которые были предложены художниками или союзом художников? Нет, ничего этого нет. И в помине он пришел туда только с тем эскизом, который он сам захотел провести через это заседание. В тот же день еще должны были принимать Конституцию Туркменистана. То есть все три атрибута государства в один день, и это все в день рождения Ниязова. То есть депутаты должны были подарить Ниязову и новую Конституцию, в том числе государственный флаг и эскиз, герб Туркменистана. Ну хорошо. Ну, выступили там несколько депутатов против того, почему это не должно быть, почему не учитывается мнение народа и других художников, союз художников. В общем, дискуссия завязалась, но благодаря партноменклатуре, которых в зале было 95%, в общем, Ниязов провел это мероприятие с пользой для себя, флаг и герб были утверждены. Но Конституцию мы все-таки отстояли, что без обсуждения широких масс и народа мы не имеем права за спиной народа принимать эту Конституцию, которая предназначена на века для будущих поколений. Поэтому Конституцию перенесли на май месяц. Благодаря нескольким депутатам Конституция не была принята в день рождения Ниязова, то есть ему не сделали такой подарок. Теперь возвращаемся к тому, почему зеленый цвет знаменит флага Туркменистана. Зеленый цвет – это символ в основном исламского государства, или означает цвет ислама. Туркменистан был и остается светским государством. И на тот момент, и так оно было, а Ниязов неверующий человек, он не отправлял никакие, обычаи, традиции или обряды мусульманства. Вот. Он был первым секретарем, коммунистом, то есть безбожником и атеистом. Почему зеленый знак? Если он такой верующий, или хотел бы переметнуться в сторону верующих, то почему он тогда в апреле 1992 года, когда поехал в Мекку на паломничество, это в том месте, где миллиарды мусульман верующих, для них это святой очаг, Ниязов там напился туркменского коньяка. Понимаете? Представляете? Как он осквернил это святое место. Об этом открыто говорил и писал министр иностранных дел того времени Абдукулиев. Значит,
он не имеет никакого отношения к зеленому полотнишу, понимаете? Или исламская символика. Тем более оскорбил он таким образом это. Теперь 5, значит, гелу или рисунку на знамени Туркменистана, на флаге Туркменистана. Они означают принадлежность этих гелов 5 родоплеменам Туркменистана и 5 областям. Во-первых, на заре советской власти у нас было 6 областей. 6-я это Киркинская. Это уже неправильно, не 5, а 6. Во-вторых, в Туркменистане не 5 родоплемен, а больше 25. Остальные, получается, ушемляются. Это в той стране, которая только-только провозгласила свою независимость. И еще один нюанс. Тут ковер стелится под ноги у туркмен. А флаг должен реять над головой. Гордо реять. Получается, мы поднимаем над головой ковер, который мы стелим под ноги. Об этом и было сказано в Верховном Совете, когда шла дискуссия по поводу принятия этого флага с такими гелями. И последнее, что можно сказать. Во всем мире принята практика упрощенного флага. Почему? Что, начиная с детских лет, что младенец, что глубокий пожилой человек могли с легкостью нарисовать себе, значит, на любом альбоме или у себя на щеке, без разницы, или на руке, флаг своего государства. Вот теперь представьте, есть кто-нибудь в Туркменистане, который вот все точностью изобразит у себя на рисунке все 5 гелов или там рисунков, коверных рисунков. Нет, разве что несколько ковровщиц. А так весь народ просто смотрит на это все и в изумлении. Я почему говорю сегодня по происшествию, юбилейный год, 25 лет, может быть, кто-то и празднует, но это, значит, я хотел бы сказать, к этому флагу не имеет отношения ни наш туркменский народ, ни его избранные депутаты, никто. Это было принято лишь по прихоти самого Сапармурада Ниязова. Вот об этом я хотел вам сказать. Всего доброго. До свидания.